Выездной семинар-практикум собрал более 30 участников из 6 районов республики – Горный, Намский, Татинский, Усалданский, Мегино-Кангаласский и Хангаласский. Некоторые самозанятые, некоторые имеют свою работу, но есть люди, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью. То есть, есть заинтересованность, да, в этой проблеме. Вот поэтому мы подняли этот вопрос, и мы проводим этот семинар-практикум совместно с Государственным комитетом по занятости населения Республики Саха-Якутия. Семинар шел 2 дня. В первый день участники знакомились, рассказывали, чем занимаются, обменивались опытом, также демонстрировали свои самодельные работы, которые реализуют населению и получают с этого доход. Я вот этими занимаюсь, вот конными. Ага. С конского волоса. Ага, с конского волоса. Как давно этим занимаетесь? Уже почти 10 лет занимаюсь. Хороший доход приносит? Ага, доход нормальный. Покупают люди, даже заказывают из разного улуса. Самые далекие улус какой бы. Терского улуса заказали, это уже далеко. Ага. Второй день был посвящен встрече со спикерами. Выступили работники Госкомзанятости, Управления социальной защиты населения и налоговой службы. Представитель Госкомзанятости рассказала о единовременной финансовой помощи для открытия своего дела, размер которой составляет 150 тысяч рублей. Данная помощь оказывается безработным и незанятым гражданам, но и особый приоритет дается гражданам с инвалидностью. С начала пандемии у нас уменьшилось количество получающих ежегодно 8 человек, а до этого 20-22 человек граждан с инвалидностью получали данную помощь. В этом году количество получателей идет на увеличение. На сегодня единовременная финансовая помощь оказана 7 жителям республики с инвалидностью. До конца года их должно стать больше. Семинар-практикум о самозанятости и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями в скором времени планируют провести и для вилюйской группы улусов. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.